Здравствуйте, мальчишки и девчонки, здравствуйте, уважаемые родители. Это программа «Бергаляп Ираник», в которой мы учим слова на татарском языке вместе с вами и нашими участниками. А сегодня они приехали из прекрасного города Елабуга. Будем с ними знакомиться и будем с ними вместе учить слова на татарском языке. Итак, сегодня у нас в студии Аяз вместе с мамой Ландыш и Сянмесес. Здравствуйте. А во второй команде Нариман и мама Кадрия. Салям. Привет. Как дела? Хорошо. Хорошо, давайте познакомимся поближе с нашими участниками. Начнем с Аяза. У Аяза спортивная, большая, дружная семья. Аяз тоже не стал исключением и с малых лет занимается спортом, в особенности любит заниматься плаванием. Также любит самолеты и даже коллекционирует их у себя в комнате, своими руками строит, внимание, целые аэропорты. Любимая модель самолета по техническим характеристикам — это, конечно же, Boeing 737. В будущем он хочет стать пилотом. В свободное время встречается с друзьями, летом ездит на самокате, а зимой любит кататься на лыжах. Вечером играет с папой в шашки, а когда идет в гости к дедушке и бабушке, даже иногда обыгрывают вместе дедушку. Зимой сбылась одна большая мечта Аяза. Он посетил резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге, путешествовал по тропе сказок, смотрел театрализованное представление со сказочными персонажами и добирался на поезде со своим другом. Аяз, расскажи впечатления свои, как тебе Дед Мороз, как тебе Великий Устюг? Я там гулял по сказочной тропе. Сказочная. А что это такая за сказочная тропа? Расскажи, потому что я там ни разу не был. Мы там задания выполняли. Угу. Я был самым быстрым там. И больше не помню. Немножко больше не помню, потому что впечатлений было настолько много, что все и не запомнишь. А ты хочешь стать пилотом, правильно? Да. Почему именно самолеты так тебя заинтересовали? Потому что они могут летать. Угу. У них большая скорость. Я люблю большую скорость. Летал когда-нибудь на самолете? Да. Понравилось? Да. А что больше тебе понравилось? Взлетать или совершать посадку? Совершать посадку. Или когда кормят в самолете? Совершать посадку. Вот мне нравится, когда в самолете кормят, например. Это самое увлекательное, что есть в полете, в перелете. А еще, когда летишь, можно поспать. И никто тебя не будет беспокоить. Итак, Ландыш, скажите, пожалуйста, почему именно пилот, почему самолет и почему такое техническое увлечение? Потому что вроде бы есть спорт в жизни, да? А тут техника немножко. Это, наверное, удивительный, момент в жизни каждого человека, когда я была, наверное, в возрасте подростковом, далее уже окончание школы. У меня была мечта стать стюардессой. Так. Далее уже вышла замуж, родился Аяз, и, скорее всего, это вот в глубине души, эти мысли, наверное, как-то передались ребенку, и с малых лет мы начали летать всей семьей. И прививание любви к данной сфере деятельности, наверное, имеет место быть. Ну, вы рассказывали ему о том, что хотели стать стюардессой? Где-то, может быть, в разговоре мельком. Да. Ну, я думаю, что у вас будет отличный семейный тандем. Пилот, бортпроводник. Будете разносить еду пассажира. Я все о своем, о еде, как всегда. Ну что, знакомимся со второй командой. Нариман очень активный, дружелюбный и любознательный парнишка. Любит кататься на самокате, зимой на снегокате, устраивать соревнования своей семье по легкой атлетике и, конечно, любит купаться. В свободное время проводит на природе, на свежем воздухе, с удовольствием ходит в футбольный кружок «Вызов», дружит с арифметикой, любит математические загадки, а дома он первый помощник на кухне. Кулинарное творение не проходит без участия Наримана, а еще Нариман очень классно читает стихи. У нас есть небольшой видеофрагмент, давайте посмотрим. У солнышка и в мороз тепло, даже ночью темную, там всегда светло. Как увижу солнышко, так всегда пою. Я его, наверное, больше всех люблю. Подарю красивые я цветы, просто солнышко, мама, это ты. Вот как классно, молодец. Что любишь больше всего готовить? Расскажи. Кексики. Кексики. А какие кексики? Как мы готовим кексики, расскажи. Да, из чего состоит кексик? Как его правильно готовить? Расскажи. Что сначала берем? Какие ингредиенты берешь?
яички, Яйца, так, еще. Еще что ложим? муку, Мука. Еще, чтобы сладкое было. Шоколад кладем? Нет. Еще не пробовали, хотя... Еще не пробовали. хотя- Ага. А майонез? Ну, такой, чтобы жирный кексик был. Кладем? Нет? А потом после приготовления кексиков, чем мы насыпаем? Сахарный. Сахарный. Чем посыпаем? Сахарной пудрой? Отлично. Вкусно получается. Хорошо. Ты ходишь в футбольный кружок, да? Любишь играть в футбол? А кто твой самый любимый футболист? Или еще не думал? Не думал еще? Хорошо. А как ты думаешь, сколько голов ты сможешь забить за один матч? Ну, 1, 0, 100, миллион. Сколько голов сможешь забить? бесконечно. Бесконечно. Вот он, самый ценный игрок, собственно говоря, нашей футбольной лиги России. Скажи еще, пожалуйста, ты устраиваешь семье соревнования по легкой атлетике, правильно? Какие задания ты предлагаешь в этом состязании? Кто быстрее? Кто быстрее? Бегают все? От тебя или за тобой? Вместе. Вместе бежите. Вместе бежите к большой мечте. И это очень правильно, очень здорово. Ну что, давайте, наконец, начинать нашу игру. Кто любит рыб, скажите, пожалуйста? Рыбок? Нет? Никто? Ну, я думаю, что сегодня мы обязательно их полюбим, потому что тема сегодняшней программы – это рыбы. Это первый тур программы «Берегаляп и Раник». Вкратце напомню правила. Мы записали рассуждения детей, которые говорят о различных рыбах. Ваша задача угадать, про какую рыбу конкретно, про какой ее вид говорят наши дети. Все очень просто, все очень понятно. Я постараюсь вам помочь. Если сам угадаю, конечно. За каждый правильный ответ вы получаете 1 балл. Хорошо? Так, с кого начнем? Аяс, Нариман. Аяс, с тебя? Все. Первый вопрос будет для тебя. Смотрим внимательно. Поехали. Это коричневая рыба, иногда даже золотистая, с такими коричневыми пятнышками. А еще у нее очень большие глаза. Это такая рыба, но не путайте с морским ежом. У него такая высокая спинка и колючие плавники. Плавники у него полупрозрачные, иногда желтоватым оттенком. Давайте разбираться вместе. Итак, что это за рыба? Ёрш? Аяс, я тебе предлагаю все-таки прислушаться к маме. Да? Это ёрш? Нога. Отлично. Это правильный ответ. Я вас поздравляю. А ёрш по-татарски шортлака. Продолжаем. Нариман, ты готов? Следующая рыба будет для тебя. Смотрим внимательно. Это тускло-зеленая рыба. Она чуть-чуть похожа на тигра, с такими черными полосками. На спинке у него 2 плавника, один большой, другой поменьше. Плавники на спинке синеватые, а на брюшке красные. Это хищная рыба. Она прячется в водорослях и охотится. Итак, как вы думаете? Нариман? А? Окунь. Окунь, ты прям распознал рыбу? Ты молодец, это правильный ответ, Афарин, умница. Окунь по-татарски Алабуга, это название вам знакомо, Алабуга, Елабуга. А расскажите, пожалуйста, что интересного можно посмотреть в Елабуге? Елабуга, на самом деле, это город с тысячелетней историей. Каждый день он на этапе развития. Очень много образовательных учреждений. Наш Казанский федеральный университет. Развивается особая экономическая зона. Что ж я буду рассказывать? Я предлагаю вам приехать к нам в гости в Елабугу и посмотреть. Отличное предложение. После программы собираемся и, собственно, едем в Елабугу все вместе. Ну что, продолжаем. Так, чья очередь сейчас? Аяс, твоя, по-моему, да? Итак, смотрим внимательно на экран. Эта рыба прямо как змея. Он плоский и вот так вот плавает. Это длинная рыба, которая похожа на змею. Бывает у некоторых этих рыб ток, который иногда дает удар. А что это за рыба такая быстрая и ловкая, как Айваз?
Угорь. Угорь, правильно, молодцы, я вас поздравляю, отлично. Дали правильный ответ. Угорь, по-татарски елан балык, да, рыба-змея. Собственно, за это ее и так прозвали, потому что она длинная. Ну что, продолжаем? Нариман готов? Да, внимательно смотрим и угадываем. Это большая рыба. У нее есть усики длинные-длинные. И даже плавничок на спине. Это хищник. Это большая с усами рыба. Они могут от 30 до 60 лет. Они бывают толстые, большие. Самки выбирают самого большого, крупного и прожорливого партнера. Итак, Нариман, что это за рыба такая с усиками? Сам. Точно. Может быть, окунь? Нет? Сом? Точно? Умница, я тебя поздравляю, ты большой молодец. Сом по-татарски «жаен». Итак, на очереди пятая рыба, пятое слово. Этот вопрос мы смотрим все вместе, а вот кто будет отвечать, узнаем у нашего компьютера. Готовы? Внимание на экран. Она длинная, зеленая. В речках, в водоемах плавает. Это мечта всех рыбаков. Это речная рыба. Она длинная и бывает зеленая. Она не любит теплые водоемы. Ну, то есть реки. Теплые реки. В России ей поставили памятник. Итак, давайте узнаем у нашего компьютера, кто же будет отвечать на этот вопрос. Нариман, что это за рыба такая интересная? Большая речная рыба. Щука. Точно. Молодец, это правильный ответ. Афарин. Это щука, щуртан. Именно так это слово и эта рыба переводится на татарский язык. Ну что, мы закончили наш первый тур. А это значит, что пора подводить итоги. Впереди пока у нас Нариман. Аяс, не расстраивайся. Еще целых 2 тура впереди, чтобы оторваться вперед и заработать свои баллы. Оставайтесь вместе с нами, мы продолжим буквально через секунду. Продолжаем нашу программу и давайте вспомним слова, которые мы сегодня выучили. Аяс, как будет по-татарски ёрш? Шертлака. Шертлака, отлично. Нариман, окунь. Алабуга. Бик ёрша. Аяс, тебе слово угорь. Елан балык. Елан балык, прекрасно. Нариман, сом. Жен. Жаен, отлично. И Аяс, тебе слово щука. Щертан. Щуртан, вот и вспомнили слова, которые выучили с вами в первом туре, пора переходить во второй. Второй тур называется «Стейкхолдер». Запомни, здесь мы запоминаем, где какая рыба находится. На экране появится 9 ячеек, все они будут пронумерованы. Вот они, да, сейчас на экране от 1 до 9. За ними прячутся наши рыбы. Ваша задача запомнить, где какая рыба находится. У вас на это будет 15 секунд, я думаю, этого более чем достаточно. Готовы? Итак, 15 секунд, время пошло. Итак, время вышло. Пора задавать вопросы. Во втором туре, Нариман, мы начнем с тебя. Готов? Итак, внимание, вопрос. Где находится ёрш шертлака? Под номер 1. Под номером... точно? Уверен? На 100%? На бесконечность. Бесконечно. Ну, собственно, как количество голов в футболе, так и уверенность на бесконечное количество процентов. Откройте нам, пожалуйста, цифру 1. Там должен быть ёрш. Это правильный ответ. Молодец. Супер. Классно. Итак, Аяс, тебе тоже вопрос. Где находится угорь? Елан балык. Под номером 5. Под номером 5. 6. 5 или 6? У нас разделение идет. Разделение. Давайте придем к какому-то общему мнению. Номер 5 или 6? 5. Все-таки 5, да? Хорошо. Открываем цифру 5, проверяем. Там должен быть угорь, он там и есть. Елан балык. Отлично. Вот иногда нужно прислушиваться к своим детям. Да. Продолжаем. Нариман, где находится окунь? Алабуга. Что думаешь? Нет. Где? Полосатая такая. Полосатая такая, коричневая рыбка. Я знаю. Я тоже знаю. Ну давай, раз знаешь, где.
Под номером 3. Под номером 3 находится окунь, думает у нас Нариман. Сейчас проверим, открываем. Да, молодец, классно, супер, дай 5, Инга, отлично. Продолжаем, Аяз. Осталось 2 рыбы. Где находится сом? Сом под номером 2. Под номером 2, точно. Да. Ландыш? вы Да. как думаете? Да. Да, вот да. Давайте откроем цифру 2, там должен быть сом. Отлично, это правильный ответ, молодцы. Ну что, на очереди 5-й вопрос. По традиции я обращаюсь к нашему компьютеру и прошу выбрать команду. Итак, команда Аяза отвечает на этот вопрос. Аяз, где находится щука, щуртан? Под номером... Только погромче. Под номером... Говори, как скажешь. 6. Под номером 6. Точно? Да. Уверен? Да. Это правильный ответ? Думаю, да. Думаешь, да. Давайте тоже посмотрим. Цифру 6 нам откройте, пожалуйста. Отлично! Ты справился с этим вопросом. Получаешь 1 балл в команду. Все. Второй тур закончился. Пора подводить итоги. У нас ничья, друзья, с равным количеством баллов. Мы заканчиваем второй тур и переходим к 3-му завершающему туру нашей программы. Не переключайтесь. Это 3-й тур программы «Берегаляп Иряник». Прежде чем мы его начнем, давайте вспомним слова и названия рыб, которые мы сегодня с вами вместе выучили. Ёрш, шартлака, окунь, алабуга, угорь, елан балык, сом, жаен, щука, щуртан. В 3-м туре наших команд ждут небольшие загадки-ребусы, мы их так назвали. На экране появятся 3 картинки. Они как-то связаны только с одной рыбой, которую мы сегодня выучим. Ваша задача назвать правильный ответ. Так, начнем мы давайте с Наримана или с Аяза? С кого? Аяз, хорошо, с тебя начнем. Первые 3 картинки появляются для тебя. Смотрим внимательно на экран. Щука. Щука, да, принимаю этот вариант ответа, и он правильный, я вас поздравляю, молодцы. Действительно, это щука. Переходим ко второй команде. И, Нариман, следующие картинки будут для тебя. Готов, Азерма? Азер. Внимание на экран. Сом. Сом. Я принимаю этот вариант ответа. Это правильный ответ. Молодцы, вы большие и получаете 1 балл. Ну что, уважаемые команды, уважаемые зрители, пора подводить итоги нашей игры. Сегодня в нашей игре, в которой мы с вами изучали рыбы, побеждает Аяз и побеждает Нариман. У нас дружба сегодня. И, конечно, каждой команде по традиции мы вручаем памятные подарки. Нашим участникам мы дарим памятную сувенирную продукцию от программы «Берегаляп Иряник» и детского телеканала «Шаян ТВ». Там много интересного, полезного, познавательного и увлекательного. Мамы, давайте поаплодируем нашим детям. Мне впереди большое будущее. И очень здорово, что этот день и эту программу вы провели вместе с нами. Уважаемые зрители, а если вы не успели с нами выучить слова, которые мы учили сегодня в нашей программе, то подписывайтесь на телеканал «Шаян ТВ» в социальных сетях и скачивайте новое мобильное приложение ТАТ ТВР, которое собрало в себе различные средства массовой информации. Ну а на сегодня мы с вами прощаемся. До встречи. Сау булыгыз. Пока-пока.